Почему Абхазское царство было грузинским? В оккупированной Абхазии искажают историю, утверждая, что в 8-10 веках Абхазское царство было не грузинским, а апсуйским феодальным образованием. Однако на самом деле Абхазское царство означает Западную Грузию, а не территорию проживания Апсуа. И если Абхазское царство – это территория проживания Апсуа, а не Западная Грузия, то почему на всех исторических памятниках 8-10 веков есть грузинские надписи? Давайте рассмотрим исторические факты. Известный абхазский историк Зураб Анчибадзе также считал Абхазское царство грузинским феодальным образованием и писал: распространение грузинского языка в царстве абхазов было вызвано тем, что на этой территории преобладало грузинское население. Оно занимало географически большую и доминирующую часть. Грузинский характер Абхазского царства подтверждается двумя важнейшими историческими документами. Абхаз Мепета Дивани, реестр абхазских царей. Матиани Картли Саи, хроника Картли. Оба документа были написаны на грузинском языке при грузинском царском дворе. Матиани Картли Саи упоминает царей Абхазского царства Георгия II и Леона III с таким же уважением, как и других реставов, князей Грузии. Почему? Потому что они были такими же грузинами, как и реставы Кахетии или Картли. Соответственно, если бы Абхазское царство не было грузинским государственным образованием, его так подробно не описывали бы в грузинских документах. То, что Абхазское царство было грузинским феодальным образованием, также подтверждает его столица, город Кутаиси. Если бы правитель был Апсуа, почему бы он правил царством из города, населенного грузинами? Если бы Абхазское царство было территорией проживания только Апсуа, почему его столицей был город, населенный грузинами? Ответ прост: князья Абхазии были такими же грузинами, как и остальное население Кутаиси и Имерети. Абхазы были такими же грузинами, как кахетинцы, гурийцы, мигрелы, сваны, рачинцы, месхетинцы и другие. Абхазское царство было таким же грузинским регионом, как Кахети и Картли. Царство абхазов всегда было частью единого грузинского государства и никогда не представляло так называемого апсуйского феодального образования.